Таджики требуют ответа от правительства. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему местное население хотят лишить жилища. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Обратились жители домов по улице Нисор Мухаммад, которые обеспокоены действиями ООО «Ариона Сахтмон». У граждан много вопросов и претензий к предпринимателям, которые не идут на контакт, но уже частично обнесли дома забором. 27 ноября 2022 года к жителям домов по улице Нисор Мухаммад района Шах-Мансур пришли представители компании «Ариона Сахтмон» и проинформировали о предстоящем сносе домов, сославшись на столичный генплан. Представители компании принесли письменное предложение собственникам квартир в домах номер 6/1, 6/2 и 4/А. По словам жителей, предложение это больше похоже на ультиматум. От имени директора компании Гуломова жителям, в частности, предлагалось выдать жилые квартиры в новостройках с приравненными квадратными метрами по документам владельцев плюс 30% дополнительных квадратов. В квартирах предлагается установить входные двери, внешние окна, водопровод и электричество. Владельцам, которые отказываются принять 30 дополнительных процентов квадратных метров на каждый квадратный метр жилых квартир по документам владельцам, предлагается выплатить по 800 самани. Жильцам предложили выехать в течение 10 календарных дней, при этом пообещав предоставить транспорт для перевозки груза вещей жильцов. В случае желания продать квартиры со стороны владельцев, компания сообщила, что может купить каждый квадратный метр по $600. В случае покупки со стороны владельцев дополнительных квадратных метров в новостройке, компания сообщила, что может продать каждый квадратный метр также за $600. Новые жилые квартиры владельцам предложили занять с 4-го этажа и выше. Во время строительства новых жилых домов владельцам предложили выплачивать по 2400 самани ежемесячно в качестве временной квартплаты. Строить новые дома компания собирается 2 года. У владельцев вышеперечисленных домов есть вопросы к руководителям компании, которые, по словам жильцов, не идут с ними на контакт. В письме жильцов, адресованном СМИ, они отмечают, что за предложенную компенсацию они не смогут приобрести достойное жилье. Денег, считают они, хватит на малогабаритную хрущевку на окраине города. Невозможно также снять что-либо приличное на время предстоящего строительства, сроки которого никем не обозначены и не гарантированы. Обеспокоенные жители хотят, чтобы компания предоставила документы, подтверждающие правомерность ее деятельности. Мы не смогли найти никаких сведений о деятельности Ариона Сахтмон и ранее построенных ею объектах, говорит Снежана Голубева, жительница одного из домов. Руководство компании не желает показывать документы и что-либо с нами обсуждать. Я недовольна ценой, которую предлагают для выкупа моей квартиры. Среди соседей есть жилые малоимущие, многодетные инвалиды, уязвимые граждане, которым по закону в случае сноса положена безотлагательная компенсация в виде готовых обустроенных квартир в нашем же районе. Недовольство выражает и другая жительница Наталья Щеголева, обеспокоенная тем, что строительство может превратиться в долгострой, а вместо квартиры с ремонтом в новом доме ей дадут голую коробку. Беспокоит отсутствие документов и нежелание с нами общаться. Боюсь, что нас потом попросят доплатить за лишние квадраты. В новом доме компактных квартир, как известно, сейчас не строят, говорит Наталья. А где потом искать средства на коммуникации и обустройство? Разделяя мнение соседей, Ольга Шурыгина сетует на то, что компания не предъявляет никаких проектов, не показывает макетов нового жилья. Мы находимся в полном неведении о намерениях предпринимателей, которые появились в нашем дворе лишь один раз, когда вручили так называемое предложение, добавляет собеседница. Как вы относитесь к такой ситуации? Кто должен людям все это объяснять и гарантировать безопасность, как вы думаете? Корреспондент нашел представителя ООО «Ариона Сахтмон». Юрист компании Джамшед Икромов утверждает, что деятельность предприятия находится в рамках закона, но на данный момент он не может предоставить соответствующие документы. Свой отказ он аргументировал тем, что жители домов по улице Мухаммад письменно обратились в прокуратуру района Шах-Мансур, мэрию Душанбе, к президенту Таджикистана, Министерству юстиции и другие ведомства и организации. В связи с этим деятельность компании и всю юридическую документацию теперь проверяют государственные органы, сказал юрист. Все разрешительные документы, полученные от ведомств, в том числе и от муниципальных властей, у нас в порядке. Столичный хукумат тщательно их изучил и только потом выдал разрешение. Просто так разрешения никому не выдают, сказал Джамшед. На просьбу журналиста предоставить хотя бы копии документов он ответил отказом. В своем ответном письме
жителям вышеуказанных домов по итогам проверки ООО «Района Сахтмон» прокуратура столичного района Шахмансур сообщила, что, поставив ограждение вокруг жилого дома, компания еще не приступила к сносу и готова заключить договор о порядке сноса, покрытия расходов жилых домов, чтобы решить все разногласия. Также прокуратура отмечает, что согласно статье 334 Уголовного кодекса Таджикистана, действие может считаться преступным или самовольным только в том случае, если лицо нанесло реальный ущерб другому лицу. В случае с компанией «Района Сахтмон» и их сотрудников прокуратура не выявила никаких нарушений. Жители не согласны с мнением, обозначенным в ответном письме районной прокуратуры. Они считают, что на них оказывается психологическое давление. В условиях экономической неопределенности многие рискуют остаться на улице, потому что предлагаемая компенсация слишком мала для того, чтобы купить равноценную квартиру. К тому же, отмечают жители, компания не продемонстрировала никаких доказательств того, что является строительной и имеет опыт деятельности в этой сфере. А как вы думаете, кто прав в этой ситуации и кто должен вмешаться, чтобы люди успокоились? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.